Уютная и по-домашнему теплая атмосфера. Пожалуй, именно эта фраза лучше всего характеризует сегодняшнюю встречу. Гость Алексей Булдаков, как никто другой, умеет расположить к себе не только зрителя. Неважно, какая тема, собеседники слушают, затаив дыхание. Алексей Федорович, дважды Герой Советского Союза. Партизан. Вот я его сыграл. Но я сейчас скажу не для того, чтобы не похвастаться, а когда на примере фильма при достаточно большом количестве народа, я имею в виду полный зал был, естественно, Федоров, и на Украине был лично, дважды Герой Советского Союза. Он сказал, говорит, дорогие друзья, меня многие играли, но как Алексей Иванович меня сыграл, и кто-то не сыграл. Конечно, мне это приятно. Вопросов много. Жизненный и творческий путь актера, наиболее полюбившиеся роли. На каждый вопрос Алексей Иванович отвечает развернуто. Пожалуй, за это и любят актера. Открытость и дружелюбие – отличительные черты характера. Я могу, грубо говоря, вот мне партнер говорит, я захохотал. А в сценарии этого нет. Это я захохотал. А в сценарии-то другой человек. Я так грубо вам говорю. В сценарии-то другой человек. Мне важно знать, как он смеется или плачет. Как он реагирует и как относится к тому или иному. И так далее. И все должен я знать и понимать. Это процесс очень серьезный. Это не просто взял, выучил текст и побежал, рассказал. Есть вопросы к Алексею Булдакову и у старшего поколения. И за год Сталинградской битвы ингуши 56 человек стали героями Советского Союза. Об этом мы знали только 5-6 лет тому назад. Это вот у меня такое пожелание к вам. Я вас очень много смотрю к кинофильмам. Я хотел назвать «В лесах под Ковелем», «Лесник» и так далее, чтобы вы посодействовали плотно создать фильм «Забытые герои Сталинграда» именно об этих ингушах. Чтобы эти 56 человек сверкались в этом фильме, и командарма вместо Чуйкова вы сыграли эту роль. Развитие кинематографа в Ингушетии – основная цель, ради которой в республику приехало столько работников кино и телевидения со всей России. А фестиваль «Золотая башня» – лучшая для этого возможность. Я думаю, что я не люблю фантазировать, а реально это возможно, чтобы в Ингушетии был свой кинематограф. Как документальное кино, так и, естественно, и художественные фильмы. Этой встрече сами школьники, несмотря на то, что знают актера лишь по самым знаменитым ролям, очень рады. Именно сегодня мне было приятно увидеть этого человека в такой простой обстановке. То есть мы не просто прошли на какое-то мероприятие, мы имели возможность с ним напрямую пообщаться. У нас как бы была такая форма беседы. Мы говорили о морали человека, о современных проблемах, о проблемах молодежи. Это большая удача для нас, это большая честь принять такого актера у себя в стенах школы. И это для нас продуктивно, потому что сейчас такая сложная обстановка, но молодежь не уделяет большого внимания, должного внимания искусству, кинематографии, это художеству. И он опять-таки пришел и открыл, и пролил свет на всю эту ситуацию. Школьники, как оказалось, всерьез увлекаются советским и российским кинематографом, а Алексей Иванович в очередной раз подтвердил, что мог бы вести еще одну передачу под названием «Особенности интернациональной беседы». Тамерлан Хамхоев, Магомед Доскиев, Новости 24.